В Ингушетии с каждым годом наряду с другими отраслями налаживается и производственная сфера. Ярким примером тому является завод по производству полимерных труб и облицовочных материалов «Полимер», расположенный в промышленной зоне города Карабулак. Производственная мощность его составляет более 8 тысяч тонн продукции в год. За день предприятие выпускает около 50 тонн труб разного диаметра. На предприятии трудится около 70 рабочих. Благодаря профессионализму персонала и современному оборудованию за короткий срок на заводе удалось увеличить объемы выпускаемой продукции. С тонкостями производства ознакомилась Индира Манкеева. На первый взгляд кажется, что это уже готовая труба, но на самом деле процесс изготовления продолжается. Она самая большая на заводе. Ее диаметр составляет 630 миллиметров. Поэтому на ее производство требуется больше времени, чем на те, что поменьше. За 1 минуту эта линия выпускает 7 сантиметров полиэтиленовой трубы. Производство этой трубы мы начали в середине прошлого месяца. Нарабатываем мы ее для потом дальнейшего вывоза на Дальний Восток. Заказчик с Дальнего Востока. Какой объем заказа? Пока около 1,5 километров. И сколько времени вам нужно? Около месяца мы будем делать этот заказ, так как труба она большая, занимает много времени. На сегодняшний день здесь трудится 70 человек, и всех их в основном сюда направил Центр занятости, так как руководство завода тесно взаимодействует с Министерством труда республики. Изначально всех работников обучали в Казани. Теперь они свой опыт и знания передают новым сотрудникам. Первый раз, когда устроился, работал растарщиком, а потом перешел на наладчики. Сейчас уже произвожу трубы разных диаметров. Работа в основном не сложная. Заработную плату нам выплачивают вовремя. График у нас 2 через 2, 2 дневных смен, 2 ночных. Иногда люди в отпуске, но выходим на переработки. Неделю назад запустили новую линию. Через несколько недель планируется еще одну. Производственная мощность завода более 8 тысяч тонн продукции. За день предприятие выпускает около 50 тонн труб разного диаметра. Здесь почти никогда не утихает шум техники. Каждая полимерная труба, прежде чем отправиться к заказчику, проходит проверку качества. Гарантия службы почти полвека. В основном эти трубы используют для водоснабжения и в газовой промышленности. Техстрой, что находится в Казани, в российском рынке, занимает 2-е место по производству полиэтиленовых труб. Наш же завод является его филиалом. Предприятие включает в себя 4 высокопроизводительных линии. Диаметр самой маленькой трубы 20 миллиметров. Здесь в основном принимают госзаказы субъектов СКФО и России в целом. И в принципе и качеством, и сроками работы все довольны. А сырье для производства заказывают в Казани, так как их материал считается самым качественным. Полимерные трубы довольно пластичны, и их транспортировка не так сложна, поскольку они намного легче чугунных. Весь завод работает как единый механизм. Современная техника также играет значимую роль в производстве. Процесс производства полиэтиленовой трубы начинается именно на этом участке. Это участок растаривания сырья. На данном участке сырье растаривается в эти 2 бункера. Далее с этих силосов дальше сырье поступает в сушилку. После того, как сырье после сушилки поступает на экструзионную линию, далее путем ввода данных определенного диаметра труб вводятся данные, и уже компьютер понимает, какая труба пойдет у нас, какой диаметр, толщина стенки. В настоящее время фирма «Техстрой» сотрудничает с несколькими крупными компаниями из Северокавказского федерального округа. Ассортимент продукции юнгурского производителя достаточно широк и, соответственно, спрос на нее высокий. И это предприятие на сегодняшний день пока единственное в СКФО. В основном у нас 70% наших контрактов – это «Газпром», с кем мы работаем. Крупные организации по всей России. Это не значит, что мы акцентируемся и производим трубу на рынок в Ингушетии. В основном это все за пределы уходит. Крайние точки продажи, доставки нашей трубы – это Калининград,
Новосибирск в контейнерах отправляем. В общем, наши цены, они конкурентоспособны по сравнению с другими заводами. Завод по производству полимерных труб заработал в конце 2014 года. За короткий срок предприятие сумело в условиях экономических проблем и реальной конкуренции увеличить объемы своего производства. Вся готовая продукция хранится во дворе. Складское помещение отсутствует. Хранить продукцию просто негде. Индира Манкева, Майрбек Нуржоев. Новости 24.